получить. Извините, они не очень аккуратны. Я вижу. Могу я сесть? Ну, конечно, мама. Извините, этот сломан. Это тоже. Что они делают со стульями? Да тебе-то что до этого, мама? Чего? Но мне хотелось бы сесть. Вот! Прочное кресло. Садись, мама. Без 10 12. Да, не понимаю. Они ведь знают, что поезд приходит в 11. Может быть, они пошли встречать нас на вокзал другой дорогой? Нет, во время отлива все идут песками через бухту, мы бы встретились. Впрочем, если ваши отец и брат пошли встречать нас на вокзал, ваша сестра могла бы остаться дома, чтобы готовить завтрак. Конечно, могла бы, не понимаю. Но, может быть, никакой завтрак не готовился. Вы были на кухне? Да, мама, там ничего нет. Ну, может быть, они хотят пригласить нас в ресторан? Ну, в поселке нет ресторана! Итак, нам, видно, придется пересечь бухту в обратном направлении. Уже без 5:12. Теперь, когда начался прилив, это опасно. Придется идти в обход. А это намного дальше. Да, приблизительно вдвое. Я сейчас подмету. Действительно, в этом есть некоторая необходимость. Я сейчас помогу тебе, Юля. А ты, мама, оставь этот прокурорский дом. Сходи лучше в лавку, купи чего-нибудь. Мама, я в отчаянии. Я не понимаю, что происходит. Не утруждайте себя, я сама схожу. Нет, Юля, вы гораздо нужнее здесь. И, кроме того, ты... может быть, найдете кастрюлю? Поставите воду, я принесу лапши. И купи чего-нибудь вкусного. И на их долю тоже взять. Я не знаю. Не знаю я. Я не знаю. Они, по-видимому, вообразили, что это мы их пригласили к себе. По всей вероятности. Возвращайся скорее. А мы за это время накроем на стол. Я так и знала. Так знала. Это чудовищно. Но ты уверена, что они получили твое письмо? Уверена. Значит, они не хотят нас видеть? Да нет. Они просто разбрелись кто куда, рассчитывая обычно друг на друга. И твоя сестра тоже? К несчастью, ты еще увидишь это сокровище. Если, конечно, она не ушла сегодня в море с рыбаками. Только бы носиться целый день, валяться на песке, купаться в море. А как же зимой? Зимой она торчит у себя в углу и мастерит себе наряды из разных тряпок, старых занавесок. Ей абсолютно наплевать, что говорят о ней в поселке, что в доме грязь, что в окнах где до половины стекол. Ну, а мужчины помогают ей по хозяйству? Ну ты же видишь, они не приготовили завтрак, они даже не подмели. Разбрелись кто куда, вернуться неведомо, когда одеты, не весть как. А здесь их будет ждать мама. И зачем только она затеяла эту поездку, как будто у них действительно нужно просить моей руки. Им в высшей степени наплевать на меня. Если бы я их не предупредила. Но я же им написала черным по белому. Приготовьте хороший обед, приберите в доме, чтобы мне не было стыдно за вас. Я им даже денег выслала, и ты видишь. Да мы сейчас все вместе уберем. Нет! Я сейчас ляжу на пол и буду лежать до тех пор, пока они не увидят меня вместе с матерью и женихом среди этого мусора. Пусть настанет и их очередь краснеть. Юлия! Хотя они не покраснеют. Это им безразлично. Им все безразлично. Вот видишь, ты хотел с ними познакомиться, а теперь разлюбишь меня. Так и есть. Я тебя больше не люблю. Я не такая, как они, поверь. Дорогая моя глупышка. Я никогда
никогда не смогу смотреть тебе прямо в лицо. Ну, нечего сказать. Это было бы очень удобно в течение той полсотни лет, которую нам предстоит прожить вместе. Если, конечно, у нас есть в запасе эти 50 лет. Как? Значит, ты был здесь? Я всегда там, где целуются. Это роковое совпадение. С тех пор, как я стал рогоносцем, я не могу сделать шагу, чтобы не натолкнуться на влюбленных. Естественно, они мне омерзительны. Впрочем, продолжайте. Не хочу вас стеснять. Ведь в глубине души это доставляет мне удовольствие. Мрачное удовольствие. Я думаю, вот еще двое, которых хватит ненадолго. Так как ты нас встречаешь. Я привожу своего жениха, которого ты в глаза не видел. И ты нас так встречаешь. Добрый день, месье. Добрый день. Он вежлив, он подает руку, он улыбается. Я привык. В полку я знал одного типа вроде вас. Рогоносца? Нет, мизантроп. Ты слышал, что мы приехали? Да. И, конечно же, не сдвинулся с места. Ошибаешься, я сдвинулся, когда проголодался. Где остальные? Да я с трудом могу сказать, где я сам на сей земле. Не правда ли, дорогой месье? Вы мне очень нравитесь. Искренний, прочный, кристальный, передовой, тра-та-та, тра-та-та. Настоящий игрушечный солдатик. Из вас выйдет отличный рогоносец. Люсьен! Веселый рогоносец, я отвечаю. Люсьен! Не воображай, что ты забыл. Ты отвратителен. Ты пошляк и мелкий хулиган. Неужели ты считаешь, что я должна отказаться от своего счастья из-за того, что у тебя ушла твоя Дениза? Я приехала сюда вместе со своим женихом и его матерью. Ну ладно, Фредерик тебя поймет, но ведь еще его мать. Вот она наверняка не поймет. Она из той породы людей, которые не выставляют свои страдания на показ. Так что к ее приходу умойся, причешись и веди себя прилично. Умоляю тебя, Люсьен, умоляю. Ну, если меня просят что-нибудь по-хорошему, я не могу отказать. Пойду переоденусь. Вам повезло. Она славная. Скучная, но славная. Вот бедняга. Он, наверное, много выстрадал. С тех пор, как от него ушла жена, он изменился так, что стал мне Ну противным. не будь слюкой. Ты чересчур снисходителен, но я предпочла бы иметь воспитанного брата. Какая неожиданность! Мы встретились в лавке. Я сушаю кружку с Проспером и вдруг вижу шелковое платье, зонтик. И меня осеняет догадка. Я встаю с Ватюшка, я в восторге. Разрешите представиться. У всей забегаловки глаза на лоб. Я должен был разрешить ей заплатить за консервы. Со мной не было ни гроша. Будь любезна, доченька, возмести. Молодой месье, я счастлив. Папа сегодня слишком разговорчив. Я заметила. Что такое? Стол не накрыт. Не поставили остудить вино, ничего не готово. Что это значит? Об этом я собиралась спросить у тебя, папа. У меня спросить, у меня? Где же она это там? Об этом я тоже собиралась спросить у тебя, папа. Это возмутительно! Не будете ли вы так любезны сказать, сколько у вас детей, дорогая мадам? Родилось 11, в живых осталось 8. 8 детей! У меня только 3 и никогда ни одного под рукой. Где Люсьен? У себя в комнате. Вот видите, я пас. Я одинок, грустно для старика. К счастью, у меня есть вот она, это опора моей старости. Но так как она выходит замуж за вашего сына, она будет вашей опорой. И у вас их будет 9. 9 опор. Ты
займешься этим. Ты приготовишь нам хороший завтрак, дочурка? Вино у тебя есть? Я тебе скажу, у меня есть чем его охладить. Я не знаю. Я потерял голову. Впрочем, я был связан по рукам и ногам. Не беспокойтесь, я достану. Спокойно, Ю. Он очарователен, этот парень. Поздравляю. Девочка, ты рада увидеться со своим старым отцом? Я больше всего была бы рада увидеть накрытый стол и прибранный дом. Она так говорит, но не верьте, она так не думает. Она в восторге, золотое сердечко. Впрочем, этот дом не так уж и запущен. Несколько бумажек. Пыль. Но о ней не стоит и говорить. Ничего не поделаешь, она каждый день появляется вновь. Старая тряпка. Впрочем, то, что вам кажется беспорядком, это осознанный беспорядок. Я художник в душе. Мне необходима некоторая богемность. Я накрою на стол. Это идея. Я вам помогу. Вы знаете, когда я был молод, я всегда помогал. Когда мне было 20 лет, я помогал, чтобы ухаживать за прислугой. Где тарелки? Не знаю. Везде. Как не знаете? Что же вы делаете, когда хотите есть? А я их ищу. О. Вот. Вот видите, 3. Они грязные. Ничего особенного, остатки сыра. Выбросить корки. Найдите остальные. Я сделаю все, что хотите, дорогая моя. Найдите остальные. Найдите остальные. Не очень-то она покладиста. Какая жалость, а? Такая эффектная женщина. Оптимист. У меня есть убеждение, что все уладится само собой. Да, если на себя все возьмут другие. Вы знаете, я заметил, вокруг нас столько инициативных людей, что не будь нас, некоторых философов, хранящих спокойствие, началась бы давка. Да у меня 4 фермы! Не считая дома в городе! Сын получил место у нотариуса! Со временем у него будет своя контора! Вы не задумывались? Почему? Я отдаю его Юлию, которой нет ничего! Я ничего не думаю. Я в восторге. Юлия! Хорошая, трудолюбивая девушка, честная, экономная. Видите мой портрет. Я дружу с ее теткой. Она сказала... Бедная Ирма, как она поживает. Хорошо! Я знаю, что вы ей не дадите ни гроша. Ирме! Нет! Вашей дочери. Мадам, я за браки по любви. Они, правда, всегда плохо кончаются, но пока они длятся, они занятнее других.
И потом несколько лет, даже несколько месяцев счастья. Это кое-что. Я считаю, что надо быть счастливым во что бы то ни стало. А вы нет? Прежде всего, надо быть трудолюбивым и серьезным. Вы считаете, что счастье быть серьезным? Какая ерунда, черт побери! Ха, нужно радоваться пустякам, улыбкам, взглядам, и в этом счастье. Не правда ли, дочурка? Что еще, папа? Ну почему еще? Я говорил с твоей свекровью о счастье. Ведь ты же надеешься быть счастливым. Да, папа. И я бы очень хотела, чтобы вы все мне в этом помогли. Можешь на меня рассчитывать, дочурка. Я кажусь шутником, но у меня открытое сердце. О чем твоя свекровь и не догадывается. Это кто? Это мой сын, мадам. Он официант. Как? У него диплом юриста? Да. Кстати, где ты взял этот костюм? Это твой. Я надел его в честь мадам. Мсье, Вы очень любезны, мсье. Приветствую вас, мадам. Достаточно ли я представителей? У вас очень приличный вид. А где ваша жена? А она уехала в свадебное путешествие. Люсьен! Я пошутил. Она поехала в Лурд, совершает паломничество, чтобы иметь ребенка. мама, не поможете ли мне? Мне нужны ваши советы на кухне. А вы оба накрывайте на стол. Что не говори, а я произвел на меня сильное впечатление. Нет, все-таки надо быть справедливым. У нее еще очень хороший бюст. Ты знаешь, я испытываю слабость к таким созданиям. Ты бредишь, ей же 100 лет. Ты лишен воображения. Я вижу ее в молодости, в большой шляпе с перьями. Да, черт возьми. Впрочем, не будем об этом. Уже слишком поздно. Послушайте меня вы оба. У нас, может быть, есть только одна эта минута, когда мы без посторонних. Не будем говорить об отсутствующем завтраке, о грязи в доме. О, я огорчен не меньше. По этому поводу я еще скажу пару слов Жанетте, когда она явится. Если она явится. А деньги-то вы все-таки не стратили, да? Ну, не надо мелочиться. Надо смотреть на вещи шире. И, конечно, ты сегодня утром не брился. Нет. А как ты догадалась? И во время завтрака. Не ной все время, что у тебя нет ни гроша. Ну, за кого ты меня принимаешь? У меня могут быть неудачи, но я большой игрок. Наоборот, я хочу подавить ее великолепием, эту женщину. Достань все серебро, дочурка. Оно в ломбарде с незапамятных времен. А я его выкуплю, когда захочу. У меня все квитанции. А не подать ли их на стол? Можете вы, наконец, меня послушать? Я хотела вам сказать, что теперь, когда я выхожу замуж, вам уже не придется на меня рассчитывать. Само собой. Но можешь быть уверена, что в другие времена я дал бы тебе княжеское приданое.
что будешь делать? Я жду письма с берега Слоновой Кости. А если этот берег никогда тебе не ответит? Мне кажется, с твоим дипломом ты бы мог найти работу не только в Африке. Работать здесь. Под этим небом рогоносцев, целыми днями болтающих о любви. Никогда! Другое дело у негров, непроходимой чаще. И чтобы ни одного белого на протяжении 400 километров. Вот мои условия. Если мне придет письмо, тогда да, тогда сейчас же, даже не простивший свадьбы. Я приготовил маленький рюкзачок, чтобы не терять ни минуты. Когда мне придет ответ, я одеваю шляпу, беру все свое барахло и до свидания. И не утруждайте себя письмами, даже распечатывать их не стану. Все дети неблагодарны. Ну, впрочем, что до меня, я сам никогда не пишу. Я только хотела спросить вас, как вы будете теперь обходиться? Чем вы жили эту зиму? Консервами. Отвечайте мне, чем вы жили? Ну, откуда же мне знать? Жанетта выкручивалась. Что она делает? Она работает? Ну, ты же знаешь, какая она. Ее никогда не видно. Вы прекрасно знаете, что деньги просто так на песке не валяются. Она была в городе? Она нашла работу? Нет, она оставалась здесь. И много она вам давала? Ну ты же знаешь, для меня деньги... Люсьен, ну ты что-то знаешь? Говори же! Все очень просто, дорогая. Мы прожили эту зиму благодаря щедрости господина Азариаса. Азариаса? Из морского замка? Да, милое дитя уходит с наступлением ночи и возвращается с рассветом. Все женщины одинаковы, я вас помню. Какой позор! Как стыдно! И что же вы молчали? Вы не могли мне написать, чтобы я могла хоть что-то предпринять, а? А если об этом все узнают? Не употребляя будущего времени. Об этом все уже знают. Это все, что вы можете мне сказать? У твоей сестры любовник, который вас содержит, и вы в восторге, что все об этом знают? И прошу прощения, я этого не знаю. Фредерик, Что мы случилось? уедем немедленно. Почему? Фредерик, позови мать. Скажи, что ты заболел. Скажи что угодно, только уедем отсюда. Вы поссорились? Не обращайте внимания, этот ребенок просто комок нервов. Фредерик, ты сильный. Тебе все кажется хорошим и веселым. Фредерик, ты чистый, ты ничего не знаешь. Да что, Юлия? Ах, любовь, любовь, очаровательные дети. Он обожает тебя, детка, обожает. Это бросается в глаза. Фредерик, уедем отсюда, я боюсь. Да чего ты боишься? Ты же со мной. Ты не должна ничего бояться. Ну же, ну вытри глаза, будь умницей, улыбнись. Я не могу, мне страшно. Юля, нам, может быть, все-таки удастся приготовить приличный завтрак. Я нашла в саду цыпленка и зарезала его. Леон. Жена убила Леона. Черт! Кто это? Леон. У нас выйдет целая история. Леон зарезан. Потрясающий момент. Неповторимая минута. Не понимаю. Завтра я пришлю вам откормленных получше этого. Она думает, что Леон это цыпленок. Она совершенно не понимает, что натворила. Уверяю тебя, Люсьен, от твоих шуток никому не смешно. А кто говорит, что я шучу? Посмотри на отца. Хладнокровие. Больше хладнокровия. Слушайте, нельзя ли его как-нибудь оживить и сделать искусственное дыхание? Увы! И мы здесь, как античный хор, беспомощны и бледны,
и безмолвны. Заставьте замолчать этого сумасшедшего! Поздно, мадам! Слишком поздно! Тучи сгущаются над нами. Слушайте, вы слышите, как скрипит калитка? Песок скрипит под ногами. Судьба через минуту обрушится на нас! Она должна обрушиться! Дочурка, будь вежлива. Кто она? Я все тебе объясню, девочка. Это ужасное недоразумение. Кто? Это добродетель с окровавленными руками. Жанетта, замолчи. Это мать моего жениха. Это мать твоего жениха. А тогда почему в ее руках мой петушок? Кто виноват, что ничего не было на завтрак? Есть банка с горошком и сардин. Я велела отцу купить в лавке. Нет, сказала мне, а на какие деньги? Но твою свекровь необходимо было вкусно накормить. Ради чести семьи. Ей нужно было поблаженствовать за кофе, чтобы она могла рыгать свой корсет. А ты не мог ей помешать. Какой же ты ничтожный. Я вижу, как ты изгибался. Конечно, мадам, конечно. А он тебя знал. Он сидел у тебя на плече. Он ел из твоих рук. Я был дома. Я ничего не слышал. Это прекрати. Довольно глупостей. Простите ее. Она еще дитя. Душа у нее прекрасная. Вы в этом убедитесь, когда узнаете ее поближе. Благодарю. Уже. Я наконец поверила, что вы были правы, Юлия. Мы могли бы обойтись без знакомства с вашей семьей. Фредерик, мы уезжаем. Обед! Спокойствие, матушка, спокойствие, ведь вы наконец собрались сесть за стол. Благодарю, мы пообедаем дома. У нас можно резать цыплят. Я тебя ненавижу. Цыпленок! В конце концов, это только цыпленок, не будь сумасшедший. Дело не меняется от того, что ты назвала его Леоном. Да, он был очарователен, это не подлежит сомнению, но мы все очаровательны, что не помешает нам сдохнуть в один прекрасный день. Вот и все. Свершилось.
Прошу вас, простите. Но ваш отец прав. Все мы смертны. О, да. Конечно. А я уверен, что он слышал смерть. Он только и знал, что искать червячков. Боялся разве что ветра, играющего с тенью. Увидел нож и все понял. Утроба. Подлая утроба. Как они ею заняты. Кто вы? Жених Юлии. Но не будьте несправедливы, это не моя вина. Бедный Леон. А вы никогда не едите цыплят? Ем! Ну, тогда вы тоже не совсем правы. Но он не просто цыпленок. Я знаю. И нечего со мной разговаривать, как с ребенком. Вы думаете, что раз я этих цыплят, почему бы не съесть этого? Только потому, что я его любила. Что, слишком глупо? Берите, вот, ощипайте, сварите, если хотите. Удивительная девушка. Ой, с половине 11. Как же быстро прошел этот день. Интересно, когда теперь судьба еще сведет нас? Мне кажется, что пройдет много-много времени, прежде чем мы встретимся вновь и все повторится. Ваш отец уснет в кресле с потухшей сигарой. Юлия будет хлопотать на кухне, и как и сегодня мы не станем зажигать лампу и будем слушать тишину. Но вы же сюда никогда не вернетесь. Вы же это хорошо знаете. Почему? Да Юлия не позволит. Ну, а представьте, что мы уже давно состарились и встретились после долгой мучительной разлуки. И вот сидим, вспоминая никогда не умиравший в нас тихий вечер. Вспоминаем, как нам не хотелось зажигать свет, и мы ждали чего-то, сами не зная чего. А я ничего не собираюсь вспоминать. Я ненавижу воспоминания. Все это слишком больно и бессмысленно. Получаем, моя дорогая.
что это завтра. Тебе сообщают что-то важное? Почему же ты ее не читаешь? Я и так знаю все, что здесь написано. Ну тебе легче. А если нам тоже хочется знать? Что в этой телеграмме? Ничего. А почему же вы не читаете? Я и так знаю все, что здесь написано. Но, впрочем, вы правы. Какое мне дело? Я познакомился с вами сегодня утром и через час уеду. А через месяц женитесь на моей сестре. Да. Это телеграмма от моего любовника. От того, что шел за вами сегодня днем? Вы следили за мной? Нет, это от другого. Он пишет потому, что вы не пришли сегодня на встречу с ним? Я написала ему, что мы не увидимся больше. Никогда. Почему? Потому что я не люблю его. Потому что мне стало стыдно принадлежать ему. Ему и всем, кто были до него. А вчера? Вчера мне было все равно. Зачем вы так чуете себя? Да чтобы вы меня возненавидели. Чтобы вы уехали отсюда, ненавидя меня. Чтобы женились на своей Юлии, ненавидя меня. Вы же хорошо знаете, что я не смогу вас ненавидеть. А еще для того, чтобы никогда не забыли той минуты, когда я в темноте рассказала вам о своем позоре. Нехорошо так наговаривать на себя. Да, я скоро уеду с Юлей и женюсь на ней. Но вас я никогда не забуду. Я должна поблагодарить за милостыню. Не правда ли? Не стоит благодарности. Эти чувства боли и тревоги, охватившие нас обоих, они не могут быть любовью, это невозможно. Но избавиться от них я, наверное, уже не смогу никогда. А я да! С завтрашнего дня! Клянусь вам! Вы сможете! Должна. Я должна сама вырвать из себя эту боль, как зверь вырывает колючку из лапы. Я не хочу бесплотной любви. Я не хочу обнимать одного, а любить другого. Но мы же не любим друг друга. Мы даже не знаем друг друга. Вы правы. Я не должна вас любить. Я слишком вас ненавижу. Зачем вы явились сюда? Вы не могли жениться на своей Юлии, чтобы я об этом не знала. Вчера я хохотала, и у меня был любовник. Он говорил, что любит меня, и меня это забавляло, а теперь... Теперь у меня есть только вечер. И даже не вечер, а только час. Сейчас уже меньше часа, чтобы сказать вам все. Потом я буду молчать. Потом не будет больше ничего. Не надо так ждать. Ничего завтра. Ничего за всю нашу жизнь. Но в этот час мы что-то еще можем, если у нас его не отберут. Если ничего нет, то час это так много. Жанет! Мы можем сказать друг другу о том, как нам не повезло. О черной полосе, постигшей нас обоих. О том, как глупо ошибиться на одну минуту, на один день и навсегда. Но еще сегодня утром я любил Юлию! Да! И вы все еще любите ее! И вы уедете с ней и женитесь на ней во что бы то ни стало! Уж она-то лучше меня, и я имею право так сказать! Юлия добрая. Нельзя причинять ей боль. Я знаю. Я знаю также, что во мне, что память обо мне. День за днем она поблекнет вас, словно старая фотография. И в один прекрасный день вы даже не сможете вспомнить, какого цвета мои глаза. Вы так мало в них смотрели. А позже, в другой день, день рождения вашего первого сына. Или, может быть, день его крестин.
Вы навсегда забудете обо мне. Нет! Да! Как те, кто должен умереть. Завтра я встану со своей неубранной постели, натяну одеяло до глаз. Отец немного потопчется под дверью, а потом пойдет сам разогревать мне остывший кофе. Позже в полдень он будет звать меня, но я притворюсь мертвой до ночи. Так будет убит первый день, а ведь настанут еще и другие. Я не смогу! Я согласен бороться, но не против того, что кричит во мне. Я согласен бороться, но не против счастья. Как же вы далеки. Как же вы были далеки весь этот день. Так нужно. Что было бы, если вы только могли прикоснуться ко мне? Мы боролись весь день, не догадываясь. Мы катались по земле, мы задыхались. Мы душили друг друга без единого движения, без единого крика, в то время как другие болтали с нами. Как же вы далеки. И все же никогда не будете так близко. Когда больше? Никогда больше. Даже мысленно. Если мы хотим это преодолеть. Не завтра. Никогда. Не надо завтра. Но сегодня вечером я ваша. Не двигайтесь. Господи. Как хорошо. Ну что в этом может быть дурного? Неужели это возможно? Мне кажется, я наконец утолил жажду. Я тоже. Нам надо позвать отца. Он не любит этого. Кто? Тот наверху. Каждый счастливый человек приводит его в ярость. Не любит этого. Вы пьяны? К сожалению, нет. Пьяный становлюсь гораздо позднее ночью. Скажите, вы не сделаете этого? Верный проигрыш. Любовь – ничто, нелепость, выдумка. А она, право же, умрет. Не делайте этого. Это не стоит той боли, которую вы ей причините. Не стоит тех страданий, в особенности того горя, которое причините другим. Любовь не стоит даже детских слез. Не делайте это. Подождите. Я раньше не знал, что бывает такая боль. Кто этот человек? Какой человек? Ваш любовник. Какой любовник? У меня нет любовника. Что было в этой телеграмме? В какой телеграмме? В той, которую вы только что взорвали. Вы как судья. Все помните, и телеграмму, и то, что я ее разорвала. Да что было в этой телеграмме? Отвечайте. Но вы же видели, что я порвала и не читаю. Ну так соберите обрывки с пола и прочтите. Но я не знаю, где они. У вас под ногами. Я не могу этого сделать, темно. Я зажгу свет. Нет! Не заставляйте меня читать. Не заставляйте меня смотреть вам в лицо. Лучше поверьте мне. Но в темноте ведь так легко поверить. Да я ведь только этого и хочу поверить вам. Верить как дитя, как дикарь. Во мне все кричит так, я хочу верить. Ну кто послал эту телеграмму? Ну вот видите, вы беспрерывно спрашиваете. И мне приходится изворачиваться, чтобы выиграть хоть немного времени. Для чего вы хотите выиграть время? Но все еще так хрупко. Еще слишком рано объясняться. Я так бедна сегодня перед вами. У меня ничего нет, я нищенка. Ну дайте мне 2 су. Ну 2 су, молчание. Я не могу. Задайте мне другой вопрос. Спросите, почему я дрожу, говоря с вами? Почему обнимаю вас, плачу? Почему путаю слова? Я не могу, я хочу знать, кто тот другой. Я хочу знать все то, что причиняет мне боль.
Ну, раз вы этого хотите! Да! У меня есть любовник! Это он привязал! По всей вероятности, умоляю меня не покидать его! Были и другие! На него! Без любви! Я ведь тогда не знала, что нужно ждать. Что есть от этого человека, которого не знаю, но которого уже обкрадываю. Но сейчас, несмотря на мой позор, я перед вами как невеста. Пускай другие никогда не догадаются об этом. Без фаты, без елея, без детей, несущих шлейф невинности. Я черная невеста! Здесь ничего не видно. Что ты делаешь в темноте? Ну вот. И кухня еще никогда не была такой чистой. Бедная Юлия. Я осталась сегодня только из-за нее. Слава Богу, все кончено. Мы выполнили свой долг. Мы уедем отсюда втроем и встретимся с ними опять не скоро. Ты что-то побледнел, устал. Да нет, Ты видел ту? А? Какая наглость, свалить всю работу на нас, Юлия. Постараемся, чтобы она не появлялась на вашей свадьбе. Наши родственники не поймут, как я позволила тебе жениться на сестре такой девки. Бедная Юлия, она и так достаточно настрадалась из-за нее. Теперь... Все остальное надо бросить, милая! Если бы не хотела попасть в поезду! Что мы будем делать? надо сказать. Но сейчас я так счастлива, и мне стыдно. Позовите ее вы. Юлия! Громче, она не услышит. Погодите, то, что мы делаем, ужасно. Да. Никто никогда нас не оправдает, верно? Но будет еще ужаснее ничего не сказать. Да, завтра будет уже поздно. Погодите, она все потеряет так внезапно. Мне страшно представить эту пустоту. Я больше ничего не знаю. Надо позвать ее, не надо просить у нее прощения, не надо ничего объяснять. Сказать, как нанести удар ножом. Вы все еще любите ее. Да, Юлия! Ты меня звал? Да, Юль. Ну, что? Вот что, Юля. Это будет трудно сказать. И ты, наверное, не сможешь этого понять, но... Дело в том, что я не женюсь на тебе, Юля. Что она тебе сказала? Она ничего мне не сказала, ты не знаешь. Ты никогда не сможешь понять и узнать этого. Но мы не виноваты, мы оба боролись с самого утра. Вы боролись? А кто это вы? Мы оба. Вот что, Юля, ты уезжай с мамой, а я останусь. Где останешься? А, если ты думаешь, что лучше остаться тебе, тогда уедем мы. Ну, кто это мы? Когда ты говоришь «мы», это уже не мы с тобой. С кем ты собираешься уехать? А, вы решили меня разыграть. Не правда ли? Я делаю тебе больно, Юлия. Мы ненавидели друг друга с детства. Но сегодня я бы хотела быть твоей служанкой, Юлия. Оставь эту патоку. Ты меня пугаешь. Мы дрались из-за игрушек, тряпок. Но сегодня я бы хотела отдать все тебе. Но у меня ничего нет. А его я не могу тебе отдать. Я бы хотела обезобразить себя. Но для него мне хочется быть красивой. Так ты воображаешь, что он сможет тебя полюбить? Тебя, олицетворение всего самого для него ненавистного.
наконец стала злой. Вы надеялись, что я даже не буду защищаться? Как она тебя подцепила? Она приласкалась к тебе, как к другим. Она подставила тебе свои губы. Или, может быть, есть что лучшее? Нет! А ты спроси ее, что мы делаем вот Ермака, вот и локон, при приборе, на сетях! Спасибо, Юлия. Теперь, когда ты нападаешь, мне больше не стыдно. Спасибо, Юлия. Оставь свои благодарности при себе, воровка. Ты могла плакать, умолять, и он, возможно, пожалел бы тебя. Воровка, да. Воровка! Ну замолчите вы обе! Замолчать! Мне замолчать! Тебя отнимать. Я должна молчать. Плачь, плачь, ну растрогай его, ну! Какого удовольствия я тебе не доставлю? Ну плачь же! Он же ждет только этого, чтобы вернуться! Он же тебя еще любит, ты же видишь! Ну взгляни на него, по крайней мере! Нет, это я! Я кричу! Я растрепана! Я невыносима, я ему не нравлюсь в эту минуту! Да он же уже сожалеет о тебе! Нет! Плакать я буду, когда останусь одна. У меня еще хватит времени для слез. Ну давай, ну вырви мне глаза! Ну царапай меня! Я не буду защищаться! Но он же думает о тебе! Он же слушает в эту минуту только тебя! Ну сделай что-нибудь, а то я убью тебя! Оставь ее! Меня ударил. Ты видишь, он меня ударил. Это я его жена. Уйди, Юлия. Ты стоишь большего, чем она, я уверен. Но она сказала тебе правду. Она теперь моя жена. Не делайте этого, старина, проигрыш обеспечен. Почему? Да потому что она женщина! Потому что в один прекрасный день, через месяц, через год, через 10 лет, когда вы будете уверены, что держите в объятиях друга, вы окажетесь такой же, как и все. Вы будете обнимать только женщину, а значит обнимать пустоту. Женитесь на Юлии, обзаведитесь детьми, сделайтесь человеком, настоящим человеком, человеком с деньгами, человеком с профессией, позднее человеком с подружками. Не мудрствуйте! Так просто быть счастливым. Так,
Как же они должны ненавидеть меня в эту минуту?
боюсь. Я тоже. А я похожа на чучело с мокрыми волосами. Нет, вы похожи на морскую деву. Не смейтесь. Больше всего на свете мне хочется быть красивой. Подождите! Ведь это подвенечное. Нет! Правда, оно белое. Но это просто бальное платье. Настоящее бальное платье. Но оно не новое, знаете? Я купила его у перекупщика. У меня были деньги. Я собирала яйца диких уток. Здесь-то большая редкость. Но он же не мог отдать мне это платье просто так. К тому же, когда я его почистила, оно стало совсем как новое. Я сниму его? Нет. Останьтесь с ним. Мне все равно, старое оно или новое. Или это чей-нибудь подарок. Почему вы мне не верите? Я уверена, что Юлии вы верите, когда она вам что-нибудь говорит. Да, ей я верю. А мне? Нет. Хорошо. Я скажу. Я купила его не у перекупщика. Я обманула вас. Вы же видите, оно совсем новое. Отец заложил в ломбарде наше столовое серебро. И я выкупила серебро. Потом продала серебро. И купила себе это платье. Я купила его в крупном парижском магазине. Вы разочарованы? Нет, нет. Но оно все равно пропало бы, это столовое серебро. Отца его никогда не выкупить, у него вечно нет денег. Вы мне верите? Да! Просто говорить правду. Так это почему-то никогда не приходит в голову. Все же об этом надо помнить, чтобы не делать друг другу больно. Вам больно. Но вы же сами сказали, что вам безразлично, откуда взялось это платье. Я сказал неправду. Вот видите, шаг влево, шаг вправо и уже ложь. Но это хорошо.
Я рада. Чему? Потому что вам не безразлично. Иначе я могла подумать, что вы только желаете меня. А мне так хочется, чтобы вы меня любили. Я сегодня так чиста перед вами. Это было бы так, если бы я говорила с другом и могла сказать ему, что я невинна. Да, я невинна. Если бы я могла забыть о них, стереть следы их рук на мне, я бы сделала это ценой своей жизни. Вы мечтали не о такой женщине, как я, не правда ли? Не совсем. Но это именно я. Здесь, сегодня, с вами. Да. Наверное, это и называется судьба. Наверное, да. Какая хорошая судьба. Мне кажется, что что-то тихо отрывается от меня. Наверное, это то, что называется нежностью. Наверное, да. Уж слишком скоро. Неужели я имею право быть счастливой в ваших объятиях? Я даже не знаю вас. Я вас тоже. Как странно. Я смотрю в ваши глаза и боюсь в них погрузиться. Я вижу ваши растрепанные пряди и знаю вашу лживость. Но все то, что я ненавидел, я люблю. Теперь я понимаю, почему они так серьезны. Кто? Настоящие невесты. Но чего я не понимаю, как они лгут, как после всего шепотом на кухне рассказывают друг другу о своих похождениях. И если бы я поклялась, вся в белом, в церкви с букетом, и сказала: с этой минуты я твоя жена, и добро, и зло, все наше общее, все пополам. Я знаю. И я бы приняла присягу. И я скорее дала бы отрубить себе руку, чем нарушила ее. И если бы могли взять нож, разрезать мое сердце пополам и увидеть, какое оно. Как же оно бьется? Вы слышите? Если я когда-нибудь запутаюсь и не смогу распутать паутину, прилипшую ко мне, помните о нем в его темнице. Оно прыгает и рвется к вам, как собачонка. Издеваюсь. Если вам покажется, что я хочу вам зла, слушайте только его, а не меня. А теперь обнимите меня изо всех сил. Что вы делаете? Хочу, чтобы свет увидел далеко. Зачем? Пусть никто не скажет, что жертвую меньше, чем настоящие невесты. Вот и мы соединимся. На радости, на горе, как говорят при венчании. Мы же сейчас обвенчаемся, не правда ли? Мы зажжем свет. И мы будем зажигать его до тех пор, пока человек, который бродит здесь, не увидит свет и не войдет сюда. Он знает, что потерял меня. Он ищет меня. Но я надеюсь, что ему станет стыдно, и он не посмеет войти. Тогда я буду ему благодарна.
Но я должна сделать все для того, чтобы он пришел. Это как суд Божий. Помните в школьных учебниках? И виновный, и невиновный должны взять в руки раскаленное железо. И дело решали только удача и мужество. Это стоит больше любого другого суда. Может, вам не нужен этот другой человек? Разве того, что мы решились, недостаточно? Нет! Каждый должен оплатить свою долю! Но я же люблю! Я же все принял! Раны, преступления, вас, который все пока чужое, но чтобы только быть с вами! Но я умоляю вас, не требуйте больше! Не ищите лишних мучений! Но видите, я не прошу ничего большего! Мужчины сражаются, собирают свои мечты! Но приходит минута, когда им необходимо остановиться! Опять своих жены получить от них немного счастья! Я думала, что мы никогда не дойдем до этого леса. Так сильно я желала вас. Но если вы дотронетесь, я закричу. Я вас не узнаю. Кто вы? Я их сестра. Чья сестра? Всех ваших женщин. Всех этих бабушек и дедушек. Двоюродных сестер, стоящих на страже добродетелей испокон века. Но почему вы все время думаете о Юлии? О Юлии? Да я разве что-нибудь сказал о Юлии? А разве вы себя не слышите? Каждый раз, когда вы умолкаете, вы кричите «Юлия». Каждый раз, когда ваши глаза останавливаются на мне, вы смотрите на нее. Но вы же знаете, что я ее полная противоположность. Взгляните на меня. Это я здесь, я, а не другая. Совсем стоит во мне плохого и хорошего, спутанного один узел. Так и берите меня, не распутывая. Замолчите вы! Как вы оказались здесь? Вдали от нее, вдали от вашей матери, вашей конторы, вашей деревни, вдали от всего, что незыблемо в этом мире. Почему вы очутились здесь, вместе с лживой распутной девкой, за которую вам стыдно, и которая не принесет вам добра? Вы хотите ее? Так берите скорей! Сегодня утром она уступит вам, она ваша, а утром удовлетворит свое желание. Бегите скорей к своей Юлии! В вашем сердце она, а не я! Вы перестаньте! Вы причинили друг другу достаточно боли! Валяйте! Делайте мне больно! Ударьте меня так, когда вы ее защищали! Да вы же вовеки вечный! Будете поймать! Да сумасшедшие! Ну неужели вы не видите, как я люблю вас? Я же все принял! Вас, раны, преступления, ну поймите же вот это! Ночью ходит, я, кажется, ждал ее всю жизнь! Ну прошу! Вас! Прошу прощения, я помешал. Неплохая погода для идиллии. Меня послал Азариас. Он не решается войти, он застенчив. Но он неплохой парень, и можно подумать, что он тебя любит. Велел передать тебе, что ты можешь оставить платье себе. Передает тебе фату. Ты ее оставила. Да. Это привечное платье. Его вам подарил он. Да. Вчера. Почему вы взяли с собой это платье? Да это единственное, что у меня было красиво. Это выше вашего разумения, молодой человек. Ну, посудите сами. Она ушла с вами ради большой любви навсегда. Признайте, что это подходящая минута, чтобы немного принарядиться. Вот чисто мужская логика заинтересоваться тем, кто купил это платье. Впрочем, заметьте, без большей деликатности фату она оставила. И эту фату из меньшей деликатности мы решили ей доставить. Я ненавижу тебя, Люсьен. Да, я играю скверную роль. Признаюсь, все это не слишком красиво. Бедные овечки, вы вызываете жалость. Вам хочется правды и только правды. Но когда она предстает перед вами, вы молчите и вам хочется плакать. Почему вы мне солгали? От того, что не могла вам признаться. В том, кто подарил его накануне? Да, Но вы все-таки взяли его с собой. да. Я ничего не мог вам дать, кроме нищеты. И вы знали это. Вы пошли за мной тут же, в чем были. Вы же все оставили, все бросили так же, как и я. И наше бегство было возможно только потому, что мы оба теряли все. Мне хочется разорвать! И
это платье! Ну хорошо портить платье. Кроме того, девочка любит это платье. Не так, как вас, наверное, но все же очень. И если вы потребуете выбирать между вами, она его снимет. Но мы так мечтали и плакали над этим платьем в наших рваных тряпках. Подумайте, может, она из-за Азариса отойдет только из-за этого. Неправда! Неправда! А из чего же вы думаете сделаны женщины? Из стали, платины, алмаза? Они сделаны из вздохов, из тумана, и из хорошего и плохого. И все это, смотря по обстоятельствам, смешивается в колбе химика или взрывается. Это иногда принимает такие божественные формы, что хочется тут же умереть. Так это прекрасно. И в одно утро это становится отвратительным, чудовищным и ускользает у вас сквозь пальцы. Азариас богат и любит ее. И она уходит от него сегодня вечером ради вас, ни о чем не жалея. И не думайте, что она ходила к нему из-за денег. Моя сестра не шлюха. Она ходила к нему, потому что это ее забавляло. Она уходит с вами, потому что это ее забавляет еще больше. Только она берет с собой платье, вот и все. Да замолчите вы! Вы не очень-то выиграете, если придется убеждаться во всем самому. Меня это утешает. Да вы лгали! Вы лгали снова! Вы все время лгали! Когда я тебе смогу поверить? Да! Сейчас немедленно! Вам надо только уехать с ней, во всем положиться на нее, и завтрашнего дня вы будете ей верить! Это такое же мудрое решение, как ненавидеть страдать! Я не смогу! Я тоже не смог! Это вариант для более сильных или более глупых. Я пытаюсь понять. Да что понять? Что происходит в этих хрупких оболочках? Никто никогда не поймет. Даже они сами. А впрочем, что понимать? Это должно быть не так уж и прекрасно. Как хотите, а надо приспосабливаться. Ведь существует же нищета, болезни, голод, смерть, война. Мы все малые дети. И только хорошо же мы выглядим с нашим мужским самолюбием, а? Ах, как мы надуваемся от сознания, что имеем право зваться мужчинами. Что мы ученые, вольные, поэты, и у нас гениальные замыслы. Да как будто в этом дело. Надо привязаться к своей матери. Или Юлии, если повезет такую встретить. Или к женщинам из книг. Преклонитесь перед женой поэта! Это место очень облегчало страдания нашей семьи. Когда меня бросила жена, я часто прятался здесь ото всех. Это жена поэта, приговоренный Нероном к смерти. Она только что взяла меч из рук Центуриона, и так как поэт колеблется, первая нанесла себе удар. Протягивая смертоносное железо мужу, она говорит с доброй улыбкой: «Нон доли». А что значит non-доль? Это значит не больно. Это сделано в стиле раннего вампира. Она некрасива, жена поэта. Может быть, слишком громоздка для таких хлюпиков, как мы. Но все-таки чертов поэт.
открыла дверь в ночь, чтобы этот человек вошел и сказал то, что приблизительно сказал Люсьен. Я лгунья, это правда. И немного стоит. Правда и то, что я взяла это платье. Юлия, ваша мать, а теперь еще и римские матроны. Все они были против меня. Все они чистые и целомудренные. Так вот, я могла бы все, и даже больше, чем они. Вы думаете, я не сидела бы с вами ночами, если бы болели? Не носила бы вас на руках? Я бы носила вас, как 10 матерей, 1000 ночей. Я была бы квочкой, которая не склюет ни одного зернышка для себя. Я была бы волчицей, защищающей своего волчонка, покуда ее не убьют. Верно. Матерями становятся и худшие. Это может коснется и тебя в один прекрасный день. И нам придется уважать тебя. Да, я готова отдать всю свою кровь и все свое молоко, если мне когда-нибудь предстанет стать ею. Свою кровь и свое молоко. Не слишком ли быстро? Ты его знаешь всего один день. А разве я виноват, что прошел только один день? Свою кровь и свое молоко. Какие они находят великолепные слова. Особенно если закрыть глаза и не видеть, как лживых лица. К счастью, стоит только посмотреть на них, так они тут же в истерике. Ты отдала ему свои губы, и у него на языке вкус твоего поцелуя. Вот и все дела. Ты девка, которую он взял всего на одну ночь. Нет! Я его жена! Ты его жена? Ты уморишь меня со смеху. Погляди на них. Прочный, искренний, настоящий французский образцовый солдатик. И ты его жена! Он захотел тебя, ты захотела его. Желаю удачи, управляйтесь побыстрее, но не водружайте над этим собором. А если я стала для него самым близким человеком на свете? Если оказалось, что я не ленива и не неряшлива, и что у меня есть мужество и честь, и я стала для него самым близким человеком на свете. Все одинаковы. Все они одинаковы. Они могут убить отца и мать, чтобы побежать за своим красавчиком в кусты. Они будут красть для него, продавать себя на углах, дойдут до последней низости. Но если их милый ангелочек предпочитает целомудрие и благодетель, они будут опускать глаза, краснеть от каждого слова. Они будут скромными, сдержанными, возвышенными. Они все могут, пока это длится. Да, я все могу. Единственное, чего они не могут, так это именно того, чтобы это длилось всегда. Чего они не могут сохранить это хотя бы до следующего дня. Это их прием, этих милашек. И все несчастье в том, что нам-то нужно не что иное, как завтра. И если завтра не гарантировано, все остальное не существует. И в конце концов они нас покидают, сваливая вину на нас же. Он не поверит. Это ты не смог поверить своей Денизе, а я даю ему столько, что он мне поверит. Ну что ты ему дашь? Тебе нечего дать! Вы оба не можете дать больше того, что у вас есть! Ваших тел на минуту и чувств на мгновение! И он тоже ничего не может тебе дать! Вы всего лишь любовники, выигравшие карту! Пляшите до конца! Бросайтесь с отчаянием в воду! Жертвуйте жизнью друг за друга! Притворство! Фальшь! Мираж! Тебе нечего дать! Вы выбрали любовь, и вы будете только брать и думать только о себе! Выбрали любовь, и вы здесь, чтобы ненавидеть друг друга. Вы здесь, чтобы молить за все неведомые вам грехи. И нечего бить себя в грудь. Это вечный закон, существующий с того времени, как созданы мужчина и женщина. И в одно прекрасное утро любовь их сплетает, как пару мух. Нет. Вы даже можете уйти в мир вдвоем, рука об руку. Но вы будете глядеть друг на друга, как враги. Люди умиляются,
Какая красивая пара. Как они любят друг друга. Да, красивая пара убийц, готовых на все, друзья мои. Заостренные когти, оскаленные клыки. Одному обязательно надо снять шкуру с другого, и чем скорее, тем лучше. Вот что такое ваша любовь. Ты говоришь еще страшные вещи. Ты отвратительный. Ну что же, милая моя, надеялась на доверие, нежность, преданность изо дня в день. Это, милая моя, день за днем оплачивается скукой, мелкими неприятностями, общим страхом. Это оплачивается детьми, когда они болеют. Бессонными ночами бок о бок, когда прислушиваешься к дыханию другого. Морщинами, которые появляются за это время. У меня будут морщины. И я стану старой. Равно скажет вам двое стариков. Но когда он умрет, я умру на другой жизни. Умереть. Умереть. Умереть нехитро. Начиная как жить, это не так занятно, зато более длительно. Ты говоришь все это для того, чтобы помешать нам жить. Да нет же, чтобы помешать вам умереть, дура! Все ты путаешь. Ты ненавидишь любовь. Но женщины, которых ты знала, ты еще не все. Есть такие, которые любят всеми силами души и навсегда. Ты знал хотя бы такую? Если да, то и я смогу быть такой. У меня никогда не было ее адреса. А та, на картине, про которую ты рассказывал, она любила? Жена поэта. Не знаю. Да. А что она сказала, поразив себя клинком раньше мужа, чтобы придать ему храбрость? Нон долит. Нон долит. Это значило, что она его любила. Нон долит. Несомненно. Но если только это... Куда ты? Дай платье. Я рассказал вам все, что знал сам. Я вел вас в курс моего небольшого опыта. Теперь, может быть, вы сами во всем разберетесь. Так? Это не больно. Я уже забыла, как это называется по-латыни. Жанетта! Жанетта, любовь моя, простите! Жанетта, простите меня! Я буду верить! Я буду верить вам всегда! Жанетта! Жанетта! Твоя сестра что-то там выпила, она отравилась. Поспешите, на этот раз я настоящий. Теперь ты можешь войти. Et malgré le regard rempli de désespoir, malgré la
Не скрою от тебя, мне ничуть не жаль, что они наконец-то проваливают. Парень гостит у нас неделю и ни разу рта не раскрыл. Нет, для старой школы вежливость в первую очередь. Моя невеста могла бы лежать на смертном одре, но хороший тон прежде всего. Я поддерживал разговор, а этот ни в какую. Ну, у тебя-то разговор поддерживается сам собой. Юлия чуть не умерла, ладно. Но со вчерашнего дня, на дне опасности, я думал, теперь он разговорится. По-прежнему ничего. Для него, может, опасность еще не миновала. Нет, я очень рад, что они сматываются. Я определенно предпочитаю беседовать сам с собой. По крайней мере, знаешь, что к чему. Да прекратите эту музыку! Не могу. Нет, я выгляжу спокойным, но я на пределе. Да, признаться, этот номер с музыкой не очень-то деликатен. Роскошная свадьба. У решеток парка стоят 5 Ситроенов. Господин Азариас, видимо, имеет большие связи. Подумай только, даже приглашение на свадьбу не прислали. Как ты думаешь, где они заказывали обед? У Верона. Фу, как пошло. Кнель, щуки, бараний бок. Все известно наперед. Точно я сижу за столом. На Да прекрати эту музыку! На что ж ты жалуешься? На поступок. Ну его ты тоже переваришь. Никогда. Я добрый малый, но памятлив как слон. Я не прощаю. Сыры, мороженое, шампанское. Этот человек знает одно единственное меню. Если бы они не зашли до того, чтобы посоветоваться со мной, я сказал бы, идите к Тома. В этой округе один Тома может угостить как должно. Яйца мимозы, омар по-термидорски, фаршированная лопатка. Это был бы обед. Да прекратите эту музыку! Ну, для тебя-то было бы все едино. Возможно. Как ты думаешь, смог бы я его одеть, если бы они меня пригласили? Что именно? Мой сюртук. Ну, конечно. Ну, много чести для них. Я ведь еще сдался с отцом этого Азариаса. Теперь останется с твоей дочерью, вы биты. Ты все издеваешься? А у меня это вот где сидит. Прекрати же ты эту музыку! Ну иди, прекрати ее сам! Не дождутся! Пусть неделю звучит. Я неделю буду глухим. Все дело в том, что она хотела бы, чтобы мы услышали ее музыку.
я в своей постели, мамаша на кухне, вся деревня в придачу. Колокольного звона утром ей показалось мало. Я представляю, как она должна их там всех ненавидеть. Она их заставит плясать до утра. Она их загонит в нашу честь. Юлия собирается встать. Через час мы уедем. Мы постараемся ее оповестить. Предполагаю, что эти звуки гармонии предназначаются вам. Я мужчина. И завтра ходили, хорошо ли. Но я буду жить. Примерный молодой человек. Буду работать. Женюсь на Юлии. Мне предстоит перекопать весь сад, перекрасить весь дом, забелить дров на стол. Возможно, вы мне кажетесь сильным. Может, вам это и удастся. Днем останутся ночи. Ночи, когда обманутый влюбленный вновь переживает свою пытку. Мой вам совет. Начинайте с красного вина. Результат гораздо легче и достигается быстрее. В противном случае вам останется то же, что и мне, ждать. А у вас это случилось давно? Прошло 2 года. А ведь она пошла купить чулки. Я уже начинаю беспокоиться. Вы забудете. О, нет, мой друг. Еще одна иллюзия, с которой нельзя справиться. Можно найти другую. Забыть нельзя. Теперь я жду уже не ее, а письма. Письмо с берега слоновой кости, с красивой зеленой марочкой на конверте. С неграми мне будет хорошо. Мне сказали, что они там самые черные и самые глупые. Да прекратите эту музыку! О! Вот я слушаю, что вы тут говорите, и не понимаю вас, ребята. Барахтайтесь, мучитесь. Что до меня, то жизнь и любовь всегда казались мне гораздо проще. В 20 лет у меня было 3 любовницы. Конторщица из бюро регистрации, которую я задавал перцу. Служаночка из ресторана, где я работал, обедал. И молодая девушка одного из лучших семейств города, отдававшаяся мне невинной, мой дорогой, и принимавшая меня по ночам в 2 шагах от спальни родителей. М.П. Извините, что называю только инициалы. Эта особа впоследствии вышла замуж за одного из высших чиновников округи. Я знаю ее, она горбатая. Чуть-чуть. Легкая деформация, не умалявшая ее очарование. Да она уродина! У нее был очень большой нос, но глаза были очень хороши. И потом, мой дорогой, мы тут между мужчинами, черт возьми. Горб нос в кровати. Романтиком тоже быть не следует. Любовь — это приходящий приятный миг. Когда он миновал внимание, галантность, очаровательнейшая учтивость, я всегда уважал женщину, но никогда из-за этого не отказался бы от бильярда или приятелей. Я устраивался так, чтобы никогда не страдать. Впрочем, у меня был принцип, я всегда сватывался первый. Никогда больше 3 месяцев. По истечении срока я был неумолим. Находили
Нашлись, правда, такие, которые ревели, как коровы, нагишом бежали за мной по улицам, мольбы, угрозы. Я ничего не видел и не слышал. Она крупная брюнетка, портниха из Кары, настоящая Юнона, друг мой, груди вот такие. Бросается на кухню, хватает бутылку, щелочь, если сделает шаг, выпью. Я ушел. И она выпила? Несомненно. И что вы тут только думаете о жизни? Самое главное, никогда не попадаться на удочку. Когда больно. Да не бывает больно! Юля встала. Дорога, наверное, утомит ее, но она все же предпочитает уехать сегодня. Она, как и я, только и думает о том, как побыстрее уехать отсюда. Ты готов? Да. Я позову тебя, чтобы ты помог Юле спуститься. А сейчас приготовлю кофе. Нам вас будет очень не хватать. Лошадь хорошая, к ночи доберемся. Боюсь, что вечером Юле будет холодно. Я возьму у вас еще одно одеяло, потом пришлю его обратно. Это дом ваш? Свадьба состоится в назначенный срок. Но Юля думает, как и я, что после всего, что произошло, лучше никого из вас не приглашать. Ну, семья. Юля предпочитает, чтобы вас обоих не было. Кого обоих? Брата и вас. Ну ведь брат. Ну, а ведь отец. К алтарю ее поведет дядя Фредерика. Юля хочет теперь иметь только одну семью. Я заказал себе сюртук. Папа! Когда я там женюсь на негритянке, я обязательно тебя позову. Вот увидишь, будет великолепно. Все черные, все голые, все вонючие. И ты один-единственный в своем новеньком сюртуке, обливаясь потом, поведешь свою белокурую Дульсинею под руку. Вот видишь, папа, мы тоже будем полны достоинства, и мы тоже будем среди своих. Одни негры. У меня больше нет детей! Куда ты? Просперу, одолжи мне 20 франков. Вот тебе 50. Иди и напейся, дорогой король Лир. А впрочем, пойдем и напьемся вместе. Да, я была на свадьбе, пела. Чтобы взвестить всю деревню. Надеюсь, что у вас свадьба тоже состоится. А я уже вот и пришла послать вам прощальную улыбку. Стоит первого вагона. Даже улыбки нет. Нет. Как вы мрачные. Вы что, не умеете играть жизнью? Нет. А я очень веселюсь. Я целый день плясать, гости рассыпались в комплиментах. А вот только один предчувствует, что да. И боится. Чего же он боится? А как человек выиграть в лотерею.
ночи. Да, как только врач сказал, что отвечает. И вы меня там ждали. Мне следовало оставить вам записку. Когда я вышел с вашим братом, за ним стоял человек. Это был он? Да, И как только вы ушли, он вошел. да, это я его позвала. Зачем? Чтобы сказать ему, что я буду его женой, если он этого захочет. Это было тут же решено. Да. Я хотела, чтобы оба были здесь в день моей свадьбы. Вы этого добились. Мы уезжаем только теперь. Вы смеетесь. Хотел. Смеяться это хорошо. Возможно. Но я буду смеяться. Завтра. Через год. Или через 10 лет. Клянусь вам, что я буду смеяться. Вы смеетесь. Еще больно. Еще ни в чем не уверен. Но придет совсем новенькое утро, когда я встану с зари, будто выпрыгнув из пожара, и вновь обрету свой дом в конце улицы. Мой черный стол в конторе, у окна старинные часы, и вечером улыбку Юлии. Придет день, когда я стану сильным, как до ныне, когда я получу ответы на все свои вопросы. Сколько же я их задавал себе за эти дни. Всего хватит. Пусть теперь вещи говорят сами за себя. Пусть горячие вещи говорят: посмотри, сейчас лето, мы горячие. Вечер, настигший скамейку возле дома. Я вечер, не тревожься. И ночная тишина. Не думай больше ни о чем, я твой покой. А я больше ничего не хочу спрашивать. Никого. Никогда. И все же, почему вы не дождались меня? Не следовало оставлять меня одну. Юлия могла умереть. Вы поступили как раз разумно. Сразу отправились туда. Но это была как раз та секунда, когда разумные поступки не самые правильные. Она выпила яд из-за нас. Я знаю. А может быть, чуточку раньше. Или чуточку позже. Я бы тоже подумала. Бедная Юлия терпеливо прождала бы вас всю ночь. Но нам не повезло. Это как раз та секунда, когда не следовало меня оставлять. Почему? Вы опять спрашиваете, почему? Неужели вы думаете, я знаю? Я знаю только, что это была та секунда, когда я как птица на самой высокой ветке была готова взлететь и не видеть ни снова. Вы любили меня? Я любила вас. Как люблю и сейчас. Этому человеку достаточно было войти, чтобы... Да, избегайте. Вы даете ему слишком большое значение. Этого человека позвала я. Когда он пошел, все уже было кончено. Да что было кончено? Потому что вы сделаете мне больно. И не станет легче подыскать слова. Это раненая рука. Отпустите ее, пожалуйста. Подумал. А дождаться вас было бы нечестно. Не могла же я стать вашей любовницей и врать вам как другим. Вы вернулись к себе, а я к самой себе. И только с вами я могла быть всегда верной. Всегда личной. Вы могли бы уйти, не позвав этого человека. Одна? Да. Я не умею быть одна.
если только от той секунды, когда я рожал объятия. Это предательство! Такие разные, мой дорогой. Но это действительно мой единственный шанс. Тот вечер, после вашего ухода, я опять стала плотной и слабой. И я опять принадлежала этому человеку. И уже никогда не могу стать вашей женой. Но если вы хотите, чтобы это длилось вечно, сегодня в моей власти умереть вместе с вами. Нет. Это слишком подло. Надо жить. Когда я возвращаюсь и буду танцевать, они меня там, наверное, зажали. Простите, что я пришла. Да. Мы можем ехать. Ты не боишься замерзнуть в Полоцке? У меня есть для нее второе одеяло. Ваши отец и брат должны бы быть дома, милая, чтобы попрощаться с вами. А знаете, где они? В забегаловке. Тем лучше. Я предпочитаю их не видеть. Ты ничего здесь не забыла? А ты? А я ничего с тобой не привозил! Купаться! Платье? Платье! Но ведь начинается прилив. Да. Да что же она не соображает, что ее может отрезать от берега? Да, она знает бухту лучше, чем ты! Жанетта! Елизавета, она тебя все равно не слышит, Елизавета. Эй! А даже если б слышала, все равно не остановилась. Она погибла, папа. Черт возьми! Нужно же что-то сделать! Идем туда! Захвати веревки! Нет! Пойдем просить помощи в замке! Ничего делать! Так, не надо! Ты чудовище! Пусти меня! Я побегу туда! Понятно, Сандрюш! Фредерик, браво! Ой-ой, бежит к ней! Вот это так! Вот это мужчина! Он пересекает лагуну, но там глубоко он не пройдет! Он пройдет! Он проходит! Он прошел! Смелее! Ну-ну! Браво, молодой человек!
давай! Да замолчи ты, что он тут номер! Он нагнал ее! Если они побегут в берегу, они спасены там отмель. Жанетта об этом знает, должна знать. Но пусть скорее бегут. Черт возьми, пусть скорее бегут. Да что же они там делают? Почему не бегут? Ты видишь, что они делают? Они разговаривают. Это безумие. Они оба сумасшедшие. Надо крикнуть им. Не время болтать! Черт возьми! Кончайте! Кончайте болтать! Кончайте! Кончайте болтать! Жанетта! Да замолчи, или я тебя придушу! Жанетта! Пусть разговаривают. И много есть о чем сказать друг другу. А теперь ты видишь, что они делают? Старый ты оптимист. Они целуются, их венчает море. А ты не в состоянии ничего в этом понимать. Старый Дон Жуан, старый неудачник, старый рогоносец. Наплевать им на прилив. И на твои вопли тоже. И на Юлию с матерью, которая за всем этим наблюдает с дороги. И на всех нас. Они держат друг друга в объятиях и продержатся еще минуту. Любовь. Ненавистная любовь. Скажи, теперь ты довольна? Скажи, разве нет дел, которые нужно сделать? Книг, которые нужно прочесть, домов, которые нужно построить. Скажи, разве не заменит тебя ощущение солнечного тепла на коже, глоток свежего вина в стакане, воды в ручье, тени в полдень, горячего очага зимой? Разве дождь и снег, тощий ветер, безгрешные звери и дети не стоят тебя? Скажи, кровожадная любовь, разве во всем этом нет своей прелести?